День, друзья мои. Заходите, пожалуйста, проходите. Насколько я информирован, теперь уже есть центр по подготовке экскурсоводов при Абхазском государственном университете, и что теперь требования к вам, к слушателям, к экскурсоводам, ныне действующим и собирающимся выбирать такую профессию в своей жизни, нужно пройти этот курс, да, иметь соответствующую подготовку, иметь документ с тем, чтобы вы потом могли водить экскурсии. Ну, думаю, что такой подход оправдан, поскольку туризм – одно из самых главных направлений развития нашей страны, с любой стороны, экономической, туристической, религиозной и так далее, и так далее. Вы это все хорошо без меня знаете. Значит, поэтому такой подход оправдан, и мне предложили вам прочитать несколько лекций. Но так получилось, что сейчас как раз через неделю начнется Великий пост, и я в течение поста редко когда смогу, но, по крайней мере, 2 лекции у нас точно будут, да, сегодня и в четверг. Значит, подумал, когда сделано было такое предложение, я подумал, что бы вам было интересно, да? И сегодняшняя лекция наша будет называться «Религиозный туризм по Абхазии. Маршрут Псов, Новый Афон». Значит, что-то вы можете фиксировать, какие-то тексты я вам здесь подготовил. Единственное, я не знал количество, слушателей, поэтому, может быть, не всем всегда достанется распечатка того или иного текста, но вы потом можете между собой, копировать и так далее, потому что, как вы понимаете, объем очень большой, и любой туризм, любая экскурсия, в том числе религиозная, предполагают термины, названия, наименования и так далее, то, что не так легко будет запомнить. Значит, начнем с чего? Откуда происходит слово экскурсию? Латинское слово означает вылазка, нападение, набег. Очень вызывающий, так сказать, термин, да, призывающий вас к такой вылазке, к нападению. Ну, от соответствующего глагола, который выбегать, выезжать. В конечном итоге, если, так сказать, суммировать формирование этого термина в древности, то это, собственно говоря, означает бежать. То, что, собственно говоря, многие из вас здесь присутствуют, когда вы берете туристов в группу и бежите, значит, из Псова в Гагры, из Гагры в Рицу, из Рицы в Новый Афон, из Нового Афона в Сухум, в Каман, и, значит, да, пещеру, все. Туристы, не в упрек я вам сейчас говорю, вы-то выполняете свою работу, но эта программа организуется вашими турфирмами, вот, не в упрек, но турист не успевает даже вздохнуть, значит, в течение всего этого. Я уже не говорю, чтобы как-то расслабиться, где-то посидеть и так далее. Дальше. Но мне нравится греческий термин, который используется для обозначения понятия экскурсии, экскурсовода, например, ксеногос, что означает, значит, прежде всего помощник человеку, чужестранцу, чужеземцу, помощник этому человеку, чтобы он нашел дорогу, значит, в той стране, куда он попадает, с тем, чтобы он был принят гостеприимно. Этот же термин означает и слово гостеприимство. То есть ваша задача заключается не только в том, чтобы бежать с экскурсоводами по всей Абхазии, но и еще показать должным образом дорогу, продемонстрировать все, что в дороге существует, и, соответственно, с вашей стороны, разумеется, должно быть соответствующее отношение как хозяев к гостям, да, а не как, к сожалению, мы с вами очень часто смотрим на туристов, как на объект, так сказать, откуда мы можем все брать, да, начиная от государства и заканчивая Новоафонским монастырем. Значит, вот, поэтому все-таки элемент того, что он гость, вот это должно быть. Таким образом, что вы должны знать хорошо? Значит, первый, свой маршрут, да, географическая, историческая география, историю страны, города, села и местности и историю памятников.
Вот прежде чем непосредственно я перейду к своей теме лекции, я бы все-таки, пользуясь случаем, тоже хотел бы поделиться с вами, вот что главное для экскурсовода, и в том числе из моего опыта путешествия по разным странам. Так получилось, милостью Божией, что мне тоже приходилось быть в тех странах, где очень много туристов. Вы знаете, что, например, Греция посещает ежегодно такое количество людей, которое превышает 50 раз численность населения, то есть 10 миллионов, если население Греции. Либо Италия, где то же самое происходит. То есть миллионы туристов ежегодно посещают эти страны. К своему удивлению хочу сказать, что когда мы заказали экскурсию в римских катакомбах, вдруг, со мной были друзья-итальянцы, вдруг мы видим, что экскурсовод, который собирается все это нам рассказывать, из Китая, китаянка. Мы как-то удивились, что она будет нам рассказывать о христианских святынях, Рима, но тем не менее девушка великолепно все это изложила. Потом я еще раз удивился, мы хотели заказать маршрут Боспор в Стамбуле, когда выходишь к Черному морю, выплываешь, и там с разными остановками и так далее. Опять смотрим китаянка. Поэтому практически работу экскурсоводов там стали занимать иностранцы, но в последнее время эта профессия возвращается к грекам, к итальянцам, к местным жителям. В связи со всякого рода экономическими кризисами, если... К сожалению, средиземноморцы, греки, итальянцы, испанцы, не очень тоже нас похожи. И рад промешал, и рад промешал. Вот. Но сейчас это очень имеет большую популярность. Так вот, из моего наблюдения, вот что мне нравилось, что мне не нравилось и так далее, да? Значит, с одной стороны, обязательно экскурсоводу нужно, чтобы он не был поверхностным, да? Чтобы не излагать все слишком обобщенно. Все замечательно, все красиво, да, никакой детализации. Нет ни имени, ни даты, ни конкретной исторической справки. С другой стороны, вторая крайность, да, не вдаваться в глубокую анализ деталей. Да, вот, если человека вы начнете загружать разного рода терминами, датами, все, что в Абхазии было, Абхазия, вы знаете, имеет огромную историю, то человек просто физически не сможет переварить эту информацию в течение одной экскурсии. Вот для этих вещей, как мне кажется, с одной стороны, не слишком обобщенно все, и с другой стороны, не слишком детализировано. Средний путь, самый верный, наверное, подход, которому мы будем следовать и в течение нашей с вами лекции. Теперь, вы понимаете, чтобы экскурсия была интересной, как и все остальное в жизни, зависит от каждого из вас, от каждого из нас. Что это значит? Значит, коэффициент интеллекта, да, то, что мы называем иногда IQ. Поймите, что здесь можно 3 месяца каждый день вам читать лекции, даже 5 лет можно здесь в этом университете учиться. Это не значит, что потом вы уже, достаточно это вам для того, чтобы всю остальную жизнь быть экскурсоводами. Как, впрочем, и остальные профессии. Не в упрек. Вот у нас сейчас присутствует абхазское телевидение. В любом случае, вы этот фрагмент вырежете, но иногда нам всем с вами неинтересно смотреть. Почему? Потому что важно, чтобы не только человек имел образование журналиста, да, там вырезать, срезать, правильно сделать сюжет и так далее. Важно его интеллектуальный внутренний мир, потому что от этого зависит интерес беседы с тем человеком, с кем он ведет эту беседу. То же самое. Туристы, они заинтересуются не только тем, что вы красивые, приятные люди, говорите хорошо, местные и так далее, да, но еще и тем, что то, что вы говорите, действительно ощущается, что это имеет за собой внутри знаний. И второй момент, который, к сожалению, очень был развит в древности в Абхазии и сильно утерян в наше время. Риторика, публичная риторика. Значит, вы видите, что на наших в древности разных сходах, особенно на похоронах, и так далее, да, было очень много ораторов. Любой человек, которому сказали «Абрияхтуху порот шажерц», человек мог встать и практически, не имея ничего под рукой, да, сформулировать
Значит, и рассказать так, и мы все думаем, он что, изучал жизнь этого усопшего человека, где-то рассматривал. Но он знал методику, что в принципе нужно подчеркнуть. То, что называется риторика. В наше время, вы знаете, приходишь, и никто два слова связать не может. Да? Значит, в этом смысле риторика – это отдельный предмет, который, как мне кажется, в дальнейшем, как мне кажется, должен быть включен в программу экскурсоводов, потому что от этого зависит, потому что вы публичные люди, вы чаще всего как раз и занимаетесь риторикой, говорите публично людям. Дальше. Значит, что конкретно необходимо нужно сделать, да? Прежде всего, друзья мои, вот вы видите, что у меня с собой всегда компьютер, да? Любой компьютер, телефон и так далее. Мы живем с вами в век современных технологий. Я священнослужитель, монашествующий священнослужитель, который постоянно живет в монастыре. Тем не менее, вы видите, что техника ни в коем случае не отстает в моих руках от того, что сегодня есть. Почему? Потому что если вы будете заниматься романтикой, то есть там поставить свечу и, значит, пером, значит, гусиным пером писать, да, вы будете терять время. Поэтому у каждого из вас, особенно если вы собираетесь стать экскурсоводом, разумеется, должен быть персональный компьютер, где будет файл, который называется, значит, «Мои экскурсии». Так и называется файл. Вы открываете, и каждый раз, когда вы собираетесь организовать ту или иную экскурсию, значит, вы делаете заранее соответствующий текст, да, прочерчиваете, проговариваете, подбираете какие-то фотографии, еще что-то, информацию и так далее, и так далее. И в течение 10 лет, к слову говоря, в течение 10 лет, если вы в течение 10 лет это будете ежегодно делать и пополнять, вы увидите, что через 10 лет у вас будет такой очень хороший путеводитель собственный, да, и вам и всем остальным будет в этом смысле интересно. Например, вот что я имею в виду, помимо специального текста. Вы знаете, что есть такая программа Google Планета Земля, да? Значит, где, слава богу, ну, может быть, Абхазия, она покрывает не очень качественно иногда, не всегда какие-то отдельные памятники видны, но тем не менее. Вот, значит, мой опыт, да, вот еду, вы видели, наверное, в социальных сетях, посещение разных древних храмов, я делаю прямую трансляцию. Прежде чем туда поехать, я хотел все вам сегодня продемонстрировать здесь, значит, но, к сожалению, мой компьютер не состыковывается с этим аппаратом, поэтому вы сейчас не имеете, значит, визуальной, да, иллюстрации. Но, тем не менее, постараюсь объяснить. Вот когда я еду, тот или иной храм, где расположен, мне очень интересна география, да, если там горные ущелья, если они есть, значит, была какая-то связь с той частью Северного Кавказа. Почему именно в этом месте? Потому что то, что мы на машине едем и не видим, да, видно там очень хорошо. Потом очень часто люди интересуются. Вы видите, что туристы все ходят, значит, с айпадами, айфонами и так далее, да, и начинают искать, где это там навигация находится, и ничего не могут сориентироваться, да, чтобы вы тоже могли их ориентировать, простите. И, наконец, что еще нужно делать? Это делаю я, никогда не стесняюсь. Да, вот сейчас, например, идет запись нашей с вами лекции, да, я потом сам себя прослушиваю. Да, может быть, трудно, тяжело, иногда лень, так сказать, одолевает, но прослушиваю. То же самое. Прежде чем вы кого-то поведете, каких-то людей на экскурсию, значит, текст подготовили, проговорите это устно, прослушайте сами. Потому что русский язык наш второй язык, да, абхазский родной, и, разумеется, мы не всегда сможем говорить абсолютно хорошо на русском. И, в принципе, это и не нужно этого добиваться, да. Но, с другой стороны, чтобы совсем корявый, так сказать, у нас тоже не был, да, который режет ухо и думаешь, значит, как моя бабушка все время путала рода, значит, женский, мужской род, значит, и так далее. Все-таки проговариваешь, когда прослушиваешь себя, ты говоришь, ага, вот здесь надо немножко поправить, вот там надо. Не стесняйтесь, как бы вы абсолютно не владели языком, и как бы вы это хорошо бы не знали. Дальше. Теперь представим себе, значит, такую ситуацию. Вы моя группа, значит, туристическая группа, которая, значит, после мучительных адских испытаний на границе российско-абхазской, значит, с той и с нашей стороны, как вы хорошо все знаете,
наконец-то с боем пробились на территорию Абхазии, на древнюю территорию древней страны, с тем, чтобы ее увидеть. И тут я вас встречаю и провожу вам экскурсию. Да, значит. А теперь вы, значит, слушая меня, представляете на моем месте себя. Да, значит. Для чего я вам лекцию читаю? С тем, чтобы моя лекция, моя экскурсия в данном случае, в кавычках, будет, значит, нести религиозный характер. Я сейчас не буду вам рассказывать об истории Абхазии, там, о этнографии, о фольклористике, об апатсках и так далее. Да? Это вы сами, другие лектора вам будут рассказывать. Моя задача заключается религиозный аспект, значит, экскурсии. И вот вы себе представляете приблизительно себя на моем месте и, значит, говорите, вот если бы, вот сейчас вы берете группу, а как вы понимаете, часто очень много людей, интересующихся религиозной тематикой. Религиозная тематика занимает первое место в Абхазии. Почему? Потому что из 3,5 тысяч памятников, зафиксированных в Министерстве культуры, да, и в отделе историко-культурного наследия, охраны историко-культурного наследия, из этих 3,5 тысячи памятников, кстати, хочу вам сказать, что на одной из конференций, которая проводилась здесь, московские специалисты нам предлагали список их памятников. Они намного меньше. А представьте объем Москвы, 17 миллионов человек, и территорию, да, и сравните с Абхазией. И вот так, к чему я говорю, большинство из этих памятников религиозные. Так или иначе, неважно, дольмен – это тоже религиозный объект, потому что это культовый памятник. Какие-то иные традиции – это то же самое. Христианские я уже не говорю, исламские и так далее, современные. Поэтому моя часть будет заключаться в этом. Значит, теперь, вот вы перешли границу, и вдруг, значит, мы садимся с вами, скажем, на великолепную маршрутку, да, или там на автобус, и наши водители маршруток и автобусов, мы просим их, да, с вами усердные экскурсоводы и те, кто в машине сидит, чтобы они все-таки, так сказать, гонки не устраивали, да? Вы знаете, как они ездят, не успеваешь 2 слова сказать, мы уже в Гаграх. Значит, с чего вы должны начать? Прежде всего, вы должны начать вообще с религии абхазов, в целом, не выделяя ни ислам, ни христианство, ни язычество, ни иная другая форма, да? Не выделяя, но в то же время отдельно рассматривая его в контексте развития и становления абхазской истории, абхазского этноса. Значит, пожалуйста, раздайте вы отсюда. Так, значит, вы здесь раздайте. И вы там сзади, пожалуйста, раздайте. Я еще раз повторяю, кто с опозданием пришел, вы потом это все отсканируете, каждый себе отсканируете. Да, я здесь где-то около 20-30 экземпляров распечатал. Значит, пожалуйста. Значит, приблизительно... Да, держите, пожалуйста. Так, молча, пожалуйста, раздаем, без комментариев. Комментарии будем делать потом. Значит, и вот вы едете в транспорте и хотите рассказать людям, которые впервые попадают в Абхазию, о том, что же у абхазов в истории в отношении религии. Значит, данная статья, которую я вам только что раздал в печатном виде, значит, она опубликована вот в этой моей книге. Если у кого-то она есть, она здесь тоже присутствует. Друзья мои, разумеется, что эту статью я писал по заказу одной энциклопедии, еще будучи, находясь в Греции, в сентябре 2007 года. С того времени какие-то вещи изменились, добавились и так далее. Хавы со временем потом будем вносить. Сейчас и у меня не было такого времени специально только этим заниматься. И вот здесь смотрите, первая часть, самая очень важная, да? Географическое место расположения территории, на которой исконно жили абхазы, то есть восточное побережье Черного моря. И тут вы можете внести такую интересную информацию. В древности оно именовалось Понт Эвксинский, то есть Эвксунус Понтус или Понтус Эвксинус по латыни, гостеприимное море. Значит, до этого Ауксинус Понтус, что означало негостеприимное.
Ну, сейчас я не буду вдаваться в эту часть истории, вы можете опустить, в силу того, что негостеприимно называлось всякий корабль, который заходил на Черное море. Мы с вами, или точнее наши предки, с комаритами аккуратненько, значит, выплывали и все с собой уносили. Вот, поэтому, когда Эвксинос оно стало называться, когда уже пришла цивилизация, да, то есть колонизация, и мы стали частью средиземноморской культуры, или то, что мы называем европейской культурой. Кстати сказать, один из величайших отцов церкви IX века, патриарх Фотий Константинопольский, он использовал еще третий термин, который абхазской науке, к сожалению, пока неизвестен, да? Благочестивое море. Он ее называл еще благочестивое море в силу того, что к его времени в Абхазии был расцвет христианства, и абхазские цари переписывались с константинопольскими патриархами и так далее, и так далее. Была целая культура, когда мы построили Мокский, Бедийский собор и так далее. Поэтому этот термин «благочестивое море» вы тоже можете в экскурсии, если у вас в составе эти экскурсии христиане, рассказать. Итак, значит, вот эта территория, на которой мы с вами живем, способствовала тому, что предки абхазов были вовлечены не только в этнокультурные политические процессы, происходившие в древности. Где? На Кавказе, в Анатолии, современной территории Турции, Малой Азии, современной территории Турции, и Средиземноморье. Собственно говоря, там, где сформировалась, еще раз повторяю, европейская культура. Но и в религиозную жизнь древних жителей этих областей, которые являлись носителями известных языческих цивилизаций и мировых религий. И именно вот в этом ареале, о котором я вам говорю, возникла египетская цивилизация, да, с ее языческой формой, значит, элладская античная цивилизация с развитым храмостроительством, например, чудесный храм, значит, Артемиды Эфесской в городе Эфес и так далее, Парфенон и так далее, вы хорошо это знаете. И, наконец, именно здесь возникли три мировые религии, которые мы называем монотеистические. То есть монотеизм переводится с греческого «монос» – один, «теос» – «θεос» – Бог. То есть религии, которые исповедуют веру в единого Бога. Это какие религии? Значит, иудаизм, христианство и ислам. И именно в таком порядке. Почему? Потому что вначале иудаизм, территория Палестины, Иерусалим, затем идет христианство, которое оттуда перемещается в Рим, Константинополь, и затем ислам, который возникает в VII веке, да, значит, на Аравийском полуострове, и оттуда же сверху распространяется. Поэтому, друзья мои, понимаете, если мы были в составе этой цивилизации, мы с вами, я вас очень прошу, никогда не путайте, когда мы начинаем рассказывать экскурсоводам, туристам, значит, рассказываем, мы никогда не сравнивайте абхазский народ и нашу древность с затерянным африканским каким-то племенем, да? Значит, как делают этнографы? Приезжают и говорят, вот мы собрали там материалы, это древнейшие языческие верования и все такое. Друзья мои, это можно сделать, делали британские ученые, там, где народа не касалась цивилизации. Вот сейчас даже есть, вы поедете в Мексику или, значит, в среднюю часть Африки, еще сохранились какие-то отдельные племена, которые не соприкасались с остальными цивилизациями. Соответственно, в своем языке, в своей культуре, в своих религиозных верованиях не имеют иного влияния и взаимообщения. У нас же, понимаете, когда мы живем вот здесь, на этом месте, когда море, я еще раз повторяю, эта фраза тоже принадлежит мне, море – это древний интернет для абхазов. Потому что все, что у нас есть, принесло нам море. Там, где не было моря в древности, не было цивилизации. Мы с вами относимся к цивилизованному миру. Не только об этом говорят наши памятники, но и география нас вынуждала быть таковым. Соответственно, вы говорите о том, что, конечно, значит, главной составляющей религиозных верований абхазов является язычество древнее, христианство и ислам. И современная ситуация уже по возможности вы будете это описывать. Что значит язычество? Вот здесь очень важный момент, и очень часто очень многие экскурсоводы допускают массу ошибок. Почему? Потому что
Вы, например, читаете этнографические или фольклорные работы ученых, при всем моем уважении ученых 20 века, советского времени, когда, собственно говоря, наука наша формировалась, и люди не имели религиозного, богословского образования. Они вслепую разбирали религиозные верования абхазов. И старались, тогда была такая установка, значит, вот чем древнее, чем больше богов в пантеоне, тем вот показатель цивилизации, им как казалось, да? Вот. Но это был очень ложный путь. Потом все это изменилось. Но тем не менее эти работы остались. Если вы берете даже современных иногда авторов, изучающих религиозные верования абхазов, все перепутано. Поэтому в этой части вы должны четко понимать, значит, между современной практикой, то, что мы называем традиционными религиями абхазов, да, религиозными верами, обрядами, и древним язычеством, потому что они между собой порой не имеют никакого значит, отношения. Почему? Смотрите. Вот существовала цивилизация хаттов. Это 3-2 тысячелетие до Рождества Христова. Да? Ученые предполагают, еще обратите внимание, когда вы рассказываете, значит, людям, туристам, о любой части истории, неважно, язычество, христианство, ислам и современное, прошлое, всегда старайтесь быть корректным. Да? Предполагают, возможно, никогда не будьте уверены, только так и по-другому быть не может. Мы самый древний народ в мире, у нас самый древний язык, если что-то, значит, какие-то иностранные слова в нашем языке присутствуют, то это все у нас заимствовали, мы ни у кого ничего не взяли. Вот эта болезнь, да, это болезнь, которую пережили грузины, которая привела к войне 92-93 года, когда люди создавали разного рода мифологические, значит, теории о происхождении абхазов и так далее. Не нужно этого делать. Мы с вами древний народ, и мы имеем свое место в истории человечества. Да? Не претендуем ни на центральное, ни на крайнее. Нам Господь дал свое место. Вот это нужно ценить. Итак, самое древнее божество абхазов – бога грозы, да, и молнии Аф. Сегодня мы это не используем с вами. Да, мы не используем этот термин, не вкладываем какой-то культ. Почему? Потому что мы не знаем культа, друзья мои. Почему мы не знаем? Потому что нет у нас письменных текстов, никаких, где это было бы зафиксировано. Нет ни одного храма в честь бога Аф, где бы мы нашли бы какие-то ритуальные вещи и так далее, чтобы мы могли об этом рассуждать. Единственное, что у нас здесь привязка, которая будет интересна, значит, туристам, это, значит, вот эта вера в бога грома и молнии имеет отношение к культуре дольменов. Потому что в древности, да, значит, эти сооружения строились для чего? Когда человека убивала молния, его заворачивали в бычью шкуру, вешали на деревья, когда истлевала, значит, его плоть, кости снимали, и в зависимости от социального происхождения, если он был какой-то известный, богатый человек, строили дольмены, да? Если же он был менее известный, делали крамлехи или кувшины глиняные, куда ложили эти косточки. Когда современные абхазы, когда я встречаю кого-то, и они говорят, мы язычники на каких-нибудь похоронах, да, я говорю, ну так берите бычью шкуру, заворачивайте туда, значит, человека, покойника вашего, вешайте на деревья, потом дольмен делайте. То есть вы погреваете сегодня по-христиански или по-мусульмански, да, а претендуете на то, что вы, значит, язычники, языческий какой-то обряд совершаете. Видите, какая нестыковка. Дальше. Сюда же имеет отношение воздушное погребение, которое я вам назвал. И, кстати сказать, древнейшие античные авторы впервые об этом упоминают. Значит, подробно вы об этом сможете почитать, какие именно авторы. Вот история христианства в Абхазии в первом тысячелетии. Здесь первая большая глава, она посвящена религиозным верованиям абхазов до христианского периода. И там вы увидите, что какие именно авторы, Тимидор Эфесский и так далее, упоминают, например, один из этих античных авторов, когда попал в Абхазию, он был даже в ужасе. Почему? Потому что он, когда, представьте себе, вы заходите, допустим, в Пицунду, да, значит, великолепную рощу, и вдруг везде висят, значит, бычьи шкуры. Вот, да, а это же не просто с телами, еще же это все, так сказать, запах издает. Дальше.
Как мне кажется, я не настаиваю на этом, что вот кафе, вероятно, имеет отношение то, что иногда мы называем аныха, да, аныха-тыпко, да. Правда, вот здесь есть один момент, значит, который никогда не путайте. Современное представление абхазов об аныхах, да, в святилищах, да, и равно всему, что там происходит, не имеет никакого отношения к той древней истории, которую я вам рассказываю. Современное представление сформировалось в 17 веке в процессе упадка христианства и метаморфозы христианских традиций в абхазские языческие традиции. Так называемые языческие. Почему? Потому что их-то языческими никто не называл, кроме наших этнографов и иностранных священников, батюшек, особенно из России, которые, не понимая и не зная традиций других древних христианских народов, думали, что если это не соответствует славянской религиозности или традициям русской церкви, значит, это к христианству не имеет никакого отношения. Вот это не путайте. И запомните, что на всех местах, где были аныха, стоят храмы христианские, включая и Дедрыбшинаха. Значит, вот даст Бог, я тоже очень мечтаю подняться туда. Значит, там, где сейчас клятву делают, это одно место, а на самой горе стоит древний храм. Вот. И древние предки чичбовцев современных тоже были священниками в этих храмах. Есть, например, совершенно точно мы знаем происхождение Лдзааныха. Совершенно точно мы знаем, как его перенесли с Пицунского собора после образования там русского военного гарнизона в 30-х годах 19 века, как построили часовню. И самое интересное, что в Лдзааныха мы имеем, в отличие от всех остальных анах, значит, мы имеем такую чашу потир, деревянный потир, на котором священник совершал литургию. Сегодня это держит в руках жрец. Да, они даже не знают, понятия не имеют, к чему эта чаша имеет. Я когда спрашиваю этнографов, ну вы не задумывались над тем, почему только там чаша, а во всех остальных Илырных, Кячных, значит, остальных местах этого нет. Ведь какое-то объяснение этому должно быть, а сама чаша нам напоминает как раз 16-17 века. Это один из примеров, да, который я вам провел. Сейчас я не буду вдаваться в эту тему, это очень интересная и большая в этом отношении тема. Например, есть, только подчеркну следующую вещь, есть такие маршруты, куда вы не ходите пока. Ну, даст Бог, когда-нибудь у нас как-то наладится все это, и вы тоже сможете посещать вместе с туристом. Почему? Потому что если мы не будем посещать, там природа все уничтожит. Например, Кячныха и Лашкиндарныха. Великолепнейшие места, великолепнейшие маршруты, правда, пешеходные маршруты, то есть там никак нельзя ни на чем подъехать. Вот, ну, Лашкиндарныха более тяжелый подъем, но в течение одного дня это осиливается. Значит, Кячныха менее тяжелый подъем, но великолепнейший, то есть там стоят древние храмы с древними орнаментами и так далее. Практически из современного абхазского населения, которое у нас здесь живет, ну, может быть, 1% посещали эти храмы. 1%. Значит, это я только пару примеров вам привел. Дальше. Здесь же вы можете сказать о Золотом Уруне, знаменитая Арея, значит, аргонавты и так далее, и так далее. Обратите внимание, значит, я на что хочу обратить ваше внимание. Посмотрите, вот это божество защиты Руно, мы встречаем эти элементы и в хатских клинописных текстах, да, и у абхазов. Понятно, что современные исследователи говорят, что это метод добывания золота, да, то есть речь не идет о том, что это какое-то чудесное, так сказать, руно, которое исцеляло, помогало и так далее, это мифология. Но на самом деле речь идет о способе добывания, значит, золотого песка в абхазских горных реках. Это, кстати сказать, практиковалось и вплоть до середины 20 века. И сейчас, в наше время, вы знаете, что очень много людей иногда вылавливают в разных, так сказать, ущельях, особенно в Кудорском, которые вот эти золотые прииски занимаются реализацией этих золотых приисков, самородков, так называемых золотых, за пределы Абхазии. Дальше. Вот сюда же относится еще один элемент, который очень тоже интересен, например, Дзидзлан, да, богиня, владычица вод. Вот смотрите, пожалуйста, мы почему четко с вами знаем, что это языческое, а то не языческое? Потому что у нас у абхазов два обряда вымаливания дождя. С одной стороны Дзидзлан, с другой стороны Ацуная.
Вот. Дзензл, он имеет свой обряд, там одевают куклу, это, кстати, тоже интересно, вы можете рассказать, сажают там, значит, на Чудадакуртун, Мачудакуртун, Дзидартут и так далее, поют в это время ритуальную песню. Из всего контекста мы понимаем, что это древнеязыческий обряд. Более того, значит, всякого рода сказания, вы знаете, что тут, большая часть женщин присутствует, значит, женщины вообще ненавидели этих дзызлов, потому что они соблазняли их мужей. Но если вы посмотрите сказания скандинавов, других народов, которые в горных районах, в озерах живут и так далее, вы увидите, что практически ничего не отличается. Вот даже удивляешься, как вот люди друг друга не знали, жили в совершенно разных местах, да, и практически повторяют один и тот же сюжет в мифологии абхазской. Дальше. Тут же вы можете рассказать, допустим, горные стихии и вообще стихии. В древности, конечно, порождали воображение абхазов разного рода божества и так далее, которым приносили жертвы и так далее. Но здесь очень интересный вот такой момент я привожу. Например, ацаны, да, абхазские эльфы. Да, значит, чтобы вы, люди, понимали, о ком идет речь, и ажейпша, покровители фауны. Вот здесь вы можете, вы знаете, я вот мечтаю, чтобы пока кинематограф не пришел в окончательный упадок, значит, то есть интерес к нему не пропал, мы никак не можем создать ни один фильм, да, в Абхазии. Вот что-то из этнографии, из нардского эпоса, и вот ацаны. Я недавно читал, вышла такая книга, называется «Мифология абхазов», известного профессора Сергея Зухба, и там сюжет на русском, кстати, вы можете этот сборник его сочинений купить и посмотреть. Вы увидите, какой великолепный рассказ о том, как Цец женился на сестре Цанов, да? И вот когда вы читаете этот сюжет, вы сразу себе представляете фильмы, такие как «Властелин колец» и так далее, да? Вот, то есть там все настолько такая великолепная мифология, нам ничего выдумывать не надо. Понимаете? То есть другие сидят, «Властелин колец», вы знаете, что это британский писатель выдумал все это. И вместе с языками, на которых они говорят, это все, он филолог по образованию, он выдумал даже языки для этих героев. У нас-то это не выдумка, это общекавказская мифология, абхазадыкская мифология, да, которая из древности сохранилась. Вот. А мы до сих пор не можем детский мультфильм на основании этого сделать. Дальше. Теперь идет великая греческая колонизация, и, разумеется, как вы понимаете, в Абхазии появляется и ладская языческая культура. Да? Мы имеем разные археологические находки, связанные с Бахусом, с Дионисом, с Афродитой и так далее, и так далее. Музеи наши полны всеми этими экспонатами. Но здесь вы можете сказать следующее. Да? Сказание о полубоге Прометей, или Промефей, или Абраскил по-абхазски, да? То есть он не бог в мифологии ладской, греческой, полубог. То, что мы называем русским словом, значит, тоже иностранного происхождения, герой. То есть в древности герой означал полубог. Вы можете рассказать о том, что на самом деле сегодняшние исследователи полагают, что греки заимствовали у кавказцев этот, значит, миф, Прометей, который, значит, сорвал огонь, дал огонь человечеству и так далее. Ну, тут вы можете напомнить о Чилоу, если вы уж тем более людей везете туда, то это все более подробно сделаете. Дальше. Второй этап. Начинается христианство. В отношении христианства здесь, прежде чем вы перейдете от язычества к христианству, вы еще должны сказать, что абхазы имели еще так называемый монотеизм, да, до христианства, веру в единого Бога. Появление Бога Анша. Ну, например, мы связываем его с халдейским, в данном случае ваш покорный слуга. Там в халдейской культуре есть такое понятие Анну, отец всех богов. Да? И потом здесь вы можете рассказать о том, что на самом деле удивительнейшие рассказы. Я еще застал, например, был такой Сергей Платонович Деждыроднесдбар, генерал, вот его отец был сказатель, он наизусть помнил все нардские сюжеты, и в том числе из его уст записан один из вариантов всемирного потопа. Вот. Никто из вас не читал, но есть такой в абхазских этнографических материалах такой очень интересный рассказ, кстати сказать, для детей было бы это тоже интересно. Вот.
там идет рассказ о всемирном потопе, о Ноевом ковчеге, да, и как, значит, мышонок там сделал дырочку на лодочке, потом звери собрались, змея решила хвостиком воткнуть, закрыть эту дырочку и так далее. То есть такая народная фантазия на основе библейского сюжета. Вот эти о потерянном рае, всемирном потопе, вавилонском столпотворении, очень много в абхазском фольклорном и этнографическом материале. Тем самым вы показываете, например, вы не найдете в русских фольклорных материалах и этнографических, потому что славянские народы появились практически очень поздно, да, на исторической арене. Но вы найдете в других древних восточных народах. Это тоже очень интересный момент. Дальше. Потом есть элемент влияния Ветхого Завета. Еврейских поселений на территории Кавказа, которые появились с древнейших времен здесь, на Кавказе. Например, в середине 19 века один из авторов нам сообщает, что была даже абхазская деревня, в которой, значит, люди говорили на иврите чисто. Да, вот была абхазская деревня, но говорили на иврите. От них же мы наследовали закон ливератства, значит, и обычай знатных вельмож перед кончиной отпускать рабов на свободу. Вот этот элемент тоже присутствует. Дальше. И начиная с середины 1 века проникает христианство в Абхазии. Вот здесь я вас очень прошу, никогда не делайте той ошибки, которую все делают. Да? В 55 году от Рождества Христова пришел Симон Канонит и так далее, при иверском царе Дерке. Все. Друзья мои, это все, значит, наслоение письменных источников грузинских XI века. XI века. То есть никакого Адеркия в древних источниках нет, и никакой этой даты 555 год от Рождества Христова нет. Мы знаем с вами точно только одно: в середине 1 века, значит, на территорию Абхазии пришли 3 апостола. Перечислите. Матфей, да, Матфей, да. Значит, 3 апостола. А Матфей от 70, не Матфей, не путайте, да, евангелист Матфей, значит, он от 12, а Матфей был от 70, потом был избран на место Иуды. Вот 3 этих человека пришли на территорию Абхазии. Значит, вас могут спросить, откуда мы это знаем? В отношении Андрея Первозванного у нас нет никаких сомнений. Все древние источники называют побережье Черного моря и город Себастополис, то есть Сухум, как место проповеди Андрея Первозванного. То, что его не было в Грузии, это факт восточной Грузии. То, что его не было в Киеве, это тоже факт исторический. Вот. Значит, он был только на побережье Черного моря. Никакого Киева и вся эта фантазия последующая, это уже фантазия летописцев российских, значит, русских летописцев XI века. То же самое грузинская, значит, фантазия грузинских монахов XII века. В смысле, как фантазия? Не думайте, что они вот сидели и решили пофантазировать, но каждому хочется, понимаете, как бы, чтобы, так сказать, как-то вот поближе, да, использовать, что, ну, как-то основание было и так далее. Нам с вами этого делать не надо, потому что мы точно это знаем. Что касается Симона Канонита, да, конечно, местность не располагала, потому что, во-первых, маршруты, да, маршруты. Понимаете, апостолы не ходили куда попало. Да? Они ездили по тем направлениям, куда ходили корабли. А корабли ходили там, где были римские гарнизоны. Вот. Поэтому, значит, в этом отношении вы можете сказать, что касается Симона Канонита, то первый источник, который упоминает о его приходе на территорию Абхазии, относится к IX веку. Вот. Только в IX веке мы получаем информацию, что Андрей Первозванный пришел с Симоном Канонитом, оставил его в Себастополисе, сам направился дальше и так далее. Что касается Матфея, апостола, мы тоже имеем в нескольких так называемых византийских апокрифических сказаниях, но интересна одна деталь. Вот где мы с вами находимся, значит, если сейчас мы едем в сторону Сухума, где телевидение, да, это называлась гора Чернявского. До абхазского, до 19 века называлась Самат-Юху. Да? И Чернявский писал, что там находился храм. Значит, если у кого есть водичка, дайте мне, пожалуйста. Да. Ничего страшного. Когда нет микрофона, тяжело. И вот, значит,
Там стоял храм, который предполагали, что там находилась гробница апостола Матфея. В любом случае, обобщая эту тему апостольской проповеди, вы должны сказать о том, что Абхазия является апостольской землей. И Абхазская церковь апостольская. И хочу вам еще раз подчеркнуть такую очень важную деталь, что две церкви из православных, из 15 или 14 официальных церквей, одна самая древняя и самая значимая в истории, Константинополь, Константинопольская или Вселенская патриархия, и вторая, самая многочисленная в истории русская православная церковь, обе считают себя, значит, церквями, основанными апостолом Андреем Первозванным. И маленькая Абхазия, с точки зрения истории, больше имеет претензий, нежели эти обе церкви. И когда в XI веке шел спор, значит, один из монахов сказал антиохийскому патриарху: вот вы хотите церковь автокефальную абхазскую, ну у вас должны быть основания. Он говорит: у нас был апостолом Андрей Первозванный, который призвал Петра, а Петр основал вашу церковь. Так может ли призвавший подчиняться призванному? Видите, какая интересная аргументация. Дальше. Теперь, значит, это апостольский период, мы можем очень долго спорить, выяснять, значит, в отношении всей этой истории. Дальше. Теперь церковный институт. Одно дело апостольская проповедь, другое дело церковный институт. Тут же я замечу, что касается Нового Афона. Значит, Симон Канонит связан с Новым Афоном, потому что в Себастополисе было гонение на христиан, и он ушел в Анакопию, там проповедовал. Предание нам говорит, у нас нет письменных источников, которые нам говорят, что там пещера его находилась. Да? Но предание нам говорит о том, что, потому что есть письменные факты, что он жил в этой пещере. Я вас очень прошу, все остальное, что вы видите, здесь есть экскурсоводы, которые часто там бывают, лобное место, источник, стопа, значит, никакого отношения к апостолу Симону Канониту не имеют. В Новом Афоне имеет отношение храм Симона Канонита и пещера Симона Канонита, и Новоафонский монастырь, который в честь апостола Симона Канонита. Я вас очень прошу. Все остальное. Скоро у нас, я говорил, еще раз повторю, не останется ни одного колодца, ни одной речки, которая не будет названа святая. Значит, это святая такая, это святая такая. Все наши колодцы уже святые источники. Значит, я вас очень прошу. Мифологизация этих вещей нельзя. Почему? Потому что мы издеваемся с вами над людьми, понимаете? То есть человек приезжает и говорит: с верой, значит, да? А мы его ведем в Илорский колодец, из которого мы всю жизнь пили все воду, значит, и вдруг он стал колодцем Святого Георгия. Да, понимаете, то есть зачем мы должны издеваться над людьми и говорить им то, чего нет? Дальше. Так, прошу внимания, значит, не отвлекайте меня, потом вопросы будете задавать. Дальше. Теперь церковный институт. На территории Абхазии существует самая ранняя церковь или церковный институт. Вы понимаете, что значит институт? Организованность, да? Апостол – это проповедь, а институт – это организованность, как организация. Самый древний церковный институт на территории бывшего Советского Союза находится в Пицунде. Вы представляете себе географию, да? Значит, масштабы, да? Значит, на Первом Вселенском соборе, тут вы можете, так сказать, добавить изюминку, сказать, что сохранилось более 15 рукописей на арабском, греческом, латыни, в том числе хранятся в Ватикане, где есть списки участников этого собора. Ну, приблизительно число, которое чаще встречается, 318 епископов. И среди этих 318 был Стратофил, епископ Пицунский. Когда вы... Пицунда – это отдельная тема, я вам буду отдельно говорить, да, потому что там очень много интересного. Здесь я об этом сейчас не буду говорить. Дальше. В VI веке, вас очень спрашивают часто, когда абхазцы приняли крещение. И мы начинаем с вами, апостол Симон Канонит крестил, там это, то и так далее. Значит, братья и сестры, запомните. Апостольская проповедь – это одно. Это семя христианства было посеяно на территории Абхазии. К
Крещение начинается с момента появления церковного института. То есть с IV века мы знаем, у нас есть храм в Пицундах, начало IV века. С IV века начинается крещение абхазов, и этот процесс завершается в горных районах в Цабале в середине VI века. И в середине VI века возникает новый церковный институт, так называемая Абазская епархия. Или мы еще говорим Севастопольская архиепископия. Их всего таких было 34 в составе Вселенского патриархата, которые имели, значит, особый статус, автокефальный статус. То есть они были в составе Константинопольской церкви, но имели свой собственный статус. Дальше. Самый лучший период расцвет на территории Абхазии христианства 7 век. Я отдельно тоже буду потом вам говорить. Значит, Максим Исповедник, один из величайших богословов, его ученики ссылаются сюда, они пишут письмо. В этом письме сказана вот эта знаменитая фраза хрестоматийная, которая во всех учебниках: «Христолюбивые абазги и христолюбивые их правители». Это в 7 уже веке. И здесь вы можете сказать следующее. В это же время строится целый ряд великолепных храмов. Мы пока с вами, значит, едем, уговаривая водителя маршрутчика, значит, едем еще где-то в Цандрипщах. И вот вы подъезжаете к Цандрипщу, да, подъезжаете к Цандрипщу, и здесь, если вы хотите, можете заехать туда. Если вы хотите, значит, пока вы едете до Гагры, расскажете об этом. Пожалуйста. Возьмите. Еще нужно один экземпляр сделать. Так, раздали? Итак, значит, мы подъезжаем с вами к Цандрипской базилике. Я специально акцентирую ваше внимание, потому что это одно из древнейших сооружений. Значит, базилика, друзья мои, означает, базиликальный храм – это храм, который не имеет купола. Да? Значит, там сейчас целая история, я не буду об этом вам говорить, но, значит, в последнем... еще этот номер не вышел, там будет специальная статья о Цандрипском храме. Здесь я вам раздал, сейчас я не буду останавливаться на истории, где возник, как возник, что строилось и так далее. Единственное, что хочу заметить, что там было обнаружено 13 погребений. Да? Несколько из них были на поверхности пола, сверху, и несколько остальные внизу. Что означает, что вот эти, которые были сверху, там находились останки каких-то святых, которые почитались на территории Абхазии. К сожалению, мы не знаем, в честь кого эти святые. Но я хочу подчеркнуть, что такого рода постройки, как Цандрипская базилика, вы в нашем современном христианском мире, огромнейшем христианском мире, не так много встретите. Это имейте в виду для VI века. Это вы сейчас с вами привыкли к 9-этажкам, к 14-этажкам, к высоткам. И мы с вами не ощущаем пространство, да? Значит, насколько грандиозна та или иная постройка. Вы представьте себе Акялу, когда, значит, обычные домики стоят, и вдруг такая колоссальная постройка из камня и из привезенного из одного острова, значит, недалеко от Константинополя, мрамора. Там обнаружено 70 практически фрагментов этого мрамора. Значит, дальше. Проконис называется этот остров, если кому интересно, чтобы вы знали. Там я вам все записал. И к этому еще добавьте, что там была обнаружена греческая надпись «камень», да, где только часть букв, но прочитывание его «авазгес», да, «авазгес» или «абазгес». Далее вы можете добавить один очень плачевный момент с этим памятником, как и со всеми остальными. Значит, это с тем, что делают кладбища вокруг этих храмов. Цандрипще, друзья мои, теперь нельзя обойти этот храм. Прямо впритык, и причем современные новые тоже могилы появились. Понимаете, то есть как-то все-таки с этим что-то нужно делать. И можете, завершая, сказать о том, что этот храм, конечно, он функционировать не может, но
по крайней мере, сделана алтарная преграда, и каждую пятницу там совершается либо вечерняя, либо какие-то службы. Я, правда, не имел случая присутствовать на них. Дальше. С середины 8 века возникает абхазский так называемый католикосат. В это время рукополагается первый абхазский католикос Иоанн, и последний католикос умирает в 1795 году. Вот здесь очень интересная тема. Значит, друзья мои, не так много в мире церквей, которые имели статус независимых в древности. Мы знаем, помимо Александрии, Антиохии, значит, Константинополя и так далее, сербской, румынской, болгарской, знаем Равенский, Экзархат и так далее. И была абхазская церковь в том числе. Здесь вы можете подчеркнуть следующее, заметить, да, что самая древняя рукопись, где упоминается впервые имя абхазского католикоса, это грузинская рукопись, она была найдена на границе между Грузией и Арменией XI века. Если до этого русские ученые полагали, что абхазский католикосат возник с XIV века, так записано в учебниках, по которым я учился, да, когда нашли эту рукопись, уже сдвинули на XI век. Но мы с вами сдвигаем на середину 8-го, ну, в крайнем случае 9 век, потому что современные исследователи Виноградов и Белецкий, они очень много пишут по Абхазии. Я сейчас просто не смог принести к вам все эти книги. Во всех энциклопедиях, если вы еще уточняете, запомните еще одну вещь. Есть такая энциклопедия, православная энциклопедия. В интернете онлайн выложена, где свободный доступ издается при участии всех православных церквей, где на самом высоком уровне пишутся статьи. И там все наши храмы, большинство, по крайней мере, потому что там еще не весь этот алфавит вышел по алфавиту, да, где-то на букве М, и где-то, кажется, они еще работают, вы можете там все это найти. Уточнить себе, если что-то нужно, еще глубже уточнить. Православная энциклопедия, запомните, пожалуйста. Ну и, разумеется, пользуйтесь всегда, значит, нашим сайтом. Все то, что я вам говорю, вы можете тоже оттуда брать, да? Значит, ankha.org. И там есть ankha.org. Абхазский университет. Скак. Маркерный скак. Значит, ankha.org. Запишите, пожалуйста. Значит, там вы можете тоже уточнять для себя информацию. Там есть раздел храмы Абхазии, святыни Абхазии, монастыри Абхазии и так далее. Дальше. Значит, все это вы рассказываете, мы приближаемся к Гаграм. В Гаграх Абата стоит древнейший храм. Я сейчас не берусь за датировку, потому что это такая очень спорная тема, от 6 по 11 век, но, скорее всего, 11 века, да? Но для нас важен тут другой момент. Значит, мы знаем из устных сказаний, письменных фиксаций и так далее, что этот храм был связан с именем святого абхазского происхождения, святого Ипатия Гагрского. Значит, вот здесь запомните для себя: святой Ипатий епископ Гангрский и святой Ипатий епископ, святой Ипатий Гагрский никакого отношения, значит, не имеют. Когда пришли российские военные и сделали там гарнизон, они услышали от местных абхазских жителей, на территории Гагры жили садзы. Они услышали, что здесь, в этом храме подвязался, имел отношение вот святой Ипатий. Они начали искать в святцах, о каком святом идет. Ага, смотрят, святой Ипатий Гангрский, а слово Гангра по-гречески пишется через 2 гаммы, но читается нг. Да? И они смотрят, наверное, значит, если это епископ Гангрский, значит, это Ипатий Гангрский. И сейчас там продают книжки, жития, акафисты, иконы святого епископа Гангрского, да? Но я еще раз говорю, что никакого отношения этот святой к Гаграм не имеет. Город Гангра находится на противоположном берегу Черного моря. Мы точно знаем, где он находится, в какой области, историю самого епископа. Здесь же вы говорите о том, что да, этот храм был в честь него, но в 19 веке пока не уточнили, о каком святом идет речь. Единственное... Да. Я когда к ним подошла, кто такой Ипатий Гагрский, мы его не знаем. Да, ну вы поймите, я с вами вы поймите одну вещь, да?
Но, к сожалению, мы должны констатировать, приятно нам это, неприятно, должны констатировать, что, к сожалению, на территорию Абхазии попадает очень много сомнительных священников. Сомнительных. Чье происхождение, откуда они пришли, мы не знаем. И я учился 8 лет в России, да, и жил в сердце, да, русского православия, Троице-Сергиевой Лавры. И я хорошо знаю, что любой хороший священник, ему цены нет там, да, никакой епископ, никакой митрополит, патриарх его никуда не отпустит. Потому что там очень много не хватает священников. Вот. А эти люди, к сожалению, я сейчас не всех имею в виду, да, не будем обобщать все, но большинство из них люди, у которых проблемы возникли там или в какой-то епархии с каким-то епископом, либо с какими-то своими деяниями, и все они потом сюда к нам попадают. Попадая сюда, они не удосуживаются поинтересоваться тем, а что же здесь все-таки в древности было, какова история и так далее, и начинают, так сказать, вот, фантазировать и создавать либо новые мифологии, либо переделывать все это на иной лад, как вы хорошо знаете. Поэтому, еще раз повторяю, что этот храм имел отношение к святому Ипатию Гагрскому. Почему мы его не называем епископом? Потому что мы не знали, что он епископ. Мы знаем, что мы можем его называть преподобным. Почему? Потому что у нас есть пещера еще в Гаграх. Значит, вы можете на Фейсбуке посмотреть мою трансляцию. И там, в этой пещере, как вот Симона Канаид, точно такая же пещера. Правда, в дореволюционное время там был крест, очень красиво и так далее. Но сейчас чуть-чуть тяжело туда попадать. Но тем не менее, мы знаем, когда человек подвязается где-то в пещерах и так далее, и прославляется, мы его называем преподобным. Значит, и второй момент. В Гагрском храме служил один из самых известных абхазских священников, отец Георгий Аханипа или Туманов. Значит, сейчас в 4 номере, у меня сейчас с собой нету, 4 номер скоро выйдет журнала Лошербага, и там будет очень большая статья, посвященная этому человеку, который родился в селе Атхара, учился в дореволюционное время в Питерском университете на факультете физико-математическом, затем перешел в семинарию, стал священником, вернулся, участник Первой мировой войны, фотографии его сохранились в отцовском доме, да. Затем он же финансировал издание первой газеты на абхазском языке, значит, «Апсна», под редакцией Дмитрия Гуля. Он же был ближайшим соратником Нестора Лакоба, и в конечном итоге его отравили, потому что авторитет этого человека был настолько высок, что его не любили ни абхазские меньшевики, ни абхазские большевики и не все остальные. Вот, настолько человек был значим. 40 лет ему всего было, когда его отравили. Вот. К чему я рассказываю? Вот этот священник, он служил в этом храме всю свою жизнь. Дальше. Теперь мы идем в современную историю. Значит, в 1851 году возникает Абхазская епархия. Вот смотрите, какой процесс идет изменения статуса, да? Вначале создают Абхазскую епархию, потому что они понимают, что население еще абхазское и так далее. Потом меняют в 85-м на Сухумскую епархию. Значит, то есть статус все время уменьшается, потом Сухумо-Абхазская епархия вообще становится частью грузинской церкви. Но вам интересно что сказать? К 1917 году у нас есть четкое описание, статистические данные отца Георгия Голубцова, где сказано, что граница Сухумской епархии охватывала от Анапы до, включая современную Западную Грузию. Значит, сегодня все священники, которые служат на территории Краснодарского края, значит, вот от Анапы и сюда, они все нас спрашивают: отец Дорофей, мы хотим об этом храме узнать своем. Вы знаете, там мы находим документы, и сказано, что мы подчинялись Сухумской епархии, что весь архив находится в Сухуме. Вы могли бы нам помочь с этим и так далее, и так далее. Практически от Анапы, от Новороссийска, начиная, вся эта территория была Сухумской епархией. Я вас очень прошу, мы нисколечко не претендуем, да, вы понимаете, что никаких претензий к нам до Анапы у нас нету сегодня, да, но это история. Вы можете на этот случай рассказывать, что, к сожалению, в 93-м году, 92-м, во время войны, весь архив Сухумской епархии в составе 10 тысяч единиц сгорел. Сожгли. Мне удалось только в Греции найти порядка 60 документов. Один из
абхазцев, который работал в этом архиве, был женат на гречанке. Он почему-то, видимо, писал какую-то статью, или он сделал копии 60 документов. И там один из документов, удивительнейший документ, разных там храмов, монастырей и так далее, например, как братья Новоафонского монастыря по неосторожности утопили баркас, или как настоятельница Каманского монастыря, значит, одевала туфли, которые никак не соответствовали ее призванию, на французских каблуках. Значит, это живая история. Архив, он тем интересен, да, но, к сожалению, как вы понимаете, все это бесконечно утеряно, да, вот, теперь я не знаю, как, нам это не удастся практически восстановить, потому что центр был здесь. Дальше, значит, проезжая реку Бзып, да, к чему я говорил, значит, к 17 году на территории вот Сухумской епархии было 125 действующих храмов и при них христианские общины. Из них 61 абхазские, 36 русских, 16 греческих, 4 мингрело-грузинских и 8 смешанных. А теперь посмотрите картину за 70 лет. Значит, 2 абхазских и пошло по нарастающей. Дальше. В 18 году после оккупации территории Абхазии создается Сухума, так называемая Сухумо-Абхазская епархия, и в 43-м нас включают в состав Грузинской православной церкви. И завершая, вы можете сказать, что современный статус очень сложный в силу вот этих всех неурядиц, которые существуют. О современном статусе вы хорошо знаете, что больше всего вас спрашивают, да? Да. Значит, перед вами сейчас сидит, читает лекцию раскольник, католик, значит, кто там еще, националист, там, да, и все остальное. Вы это хорошо знаете, да, как только какие-то туристы приезжают, сразу это раскольники, националисты, новостильники, все такое. Друзья мои, значит, запомните раз и навсегда, в таких случаях не нужно вступать в диспут и защищать, тем более меня не нужно, да. Значит, вы что должны говорить? Вы должны напомнить, что, ну скажите, вот вы из русской церкви, да, ну вот у вас была русско-зарубежная церковь, и русская церковь в советское время. Все друг друга клемали, что те западники, вы коммунисты, эти КГБшники, эти ЦРУшники, значит, анафематствовали друг друга, да, не признавали, а потом забудем все, через 70 лет в мире любви воссоединились 6 лет тому назад, да. Значит, не нужно торопиться с выводом в отношении Абхазии, поскольку проблема наша, она связана не с русской церковью. Наша проблема связана с грузинской церковью. Все православные церкви в мире признают нас частью грузинской православной церкви, включая и русскую. Никто еще нас не признает, значит, вышедшими из состава грузинской церкви. Поэтому мы с вами, то есть, точнее, когда вы говорите абхазское духовенство, неважно какое, мы, священная митрополия Абхазии, отец Виссарион, все имеем одну задачу: восстановить древнюю абхазскую церковь, да, и в процессе восстановления этот труд нелегкий. Есть разномыслие, каким путем нужно идти, значит, и что нужно конкретно делать. Когда вам говорят в отношении того, что вот мы там выступаем против русской церкви, все такое, значит, друзья мои, я еще раз повторяю, да, к русской церкви мы не имеем никакого отношения. Вы не найдете за последние 25 лет ни одного документа, в котором хоть как-то было обозначено Абхазия и русская церковь. Потому что не могут они этого сделать. Вот. Они могут словесно давать образование, кого-то где-то рукоположить, на какое-то время отпустить и так далее. Но, я еще раз повторяю, для того, чтобы решить этот вопрос, нужна всеправославная комиссия, где соберутся все заинтересованные стороны, главным образом с нашим участием, то есть духовенства абхазского, и где, значит, будет найдено решение. А решение только одно: пересмотреть границы грузинской православной церкви, которые были признаны за ней в 1943 году русской церковью и в 1990 окончательно Вселенским патриархатом. Мы просим, 43-го никто не признает, да? Значит, грузинскую церковь никто не признавал. Значит, мы просим, вот в 90-м году, да, мы были в составе грузинской СССР, да, как Абхазская АССР. Да, во время получения автокефалии грузинской церкви присутствовал Сухумо-Абхазский митрополит Давид Чкадуа. И ни у кого еще не было идеи о войне,
образования нового государства и нового церковного института. То есть это обстоятельства нас с вами привели к этой ситуации. Поэтому старайтесь вот в таком ракурсе, если какие-то вопросы по этой теме будут, я вам скажу. Единственное, значит, из более 150 храмов на территории Абхазии, более 150, по моим последним подсчетам, число колеблется где-то в порядке 180 храмов. Да? Вы территорию посмотрите, так сказать, да? И количество соотнесите. Практически в каждой деревне, чуть ли не в каждой деревне по 2 храма. Вот из них только функционирует порядка 15 храмов. Да? И 2 действующих монастыря, Новоафонский и Каманский. Теперь, большинство абхазов, проживающие на территории самой Абхазии, в странах СНГ, исповедуют православие. Значит, есть статистические данные. Только ваш покорный слуга за время своего служения в Новоафонском монастыре за последние 14 лет крестил более 12 тысяч человек, абхазов. Ну, вы понимаете, что помимо меня и остальные тоже тем же самым занимались. Да? Есть данные Крылова, 10 лет тому назад 60% населения православных, но с того времени очень сильно изменилась ситуация. Дальше. Главные общенародные христианские праздники – Пасха, Успение, Новый год, Хечхуама и так далее, это отдельная тема. Теперь, что касается ислама. Значит, я вас очень прошу, всегда будьте толерантными, да, то есть не надо масло в огонь подливать, значит, да, не нужно вам, как экскурсоводам, становиться в качестве защитников либо христианства, либо ислама, либо язычества. Ваша задача дать информацию. Да? А уже человек сам из этого сделает вывод. Что касается ислама, значит, только после падения Константинополя, да, значит, турки-сельджуки берут Константинополь, а это происходит в 1453 году, и через год, в 1454 году, турки берут город Себастополя, переименовывают его в Сухум, и с того времени начинается постепенное влияние ислама и ослабление христианства. Но переломный момент, как бы это ни звучало бы приятно, к сожалению, в современной, так сказать, конъюнктуре политической, да, переломный момент наступил во время Кавказской войны. Условием военной помощи кавказским народам, главным образом адыгам и абхазам, значит, которые обратились к султану, условие было одно – принять ислам. Значит, и выбора практически у людей не оставляли. Стал вопрос, остаться им здесь живыми, не остаться, либо, значит, быть уничтоженным. И в процессе Кавказской войны, когда горцы, и в том числе адыги и абхазы, прибрежные адыги и абхазы, будучи христианами, воевали во время Кавказской войны в лице, значит, одну минуточку, в лице, значит, врага, то есть они видели, да, вот в лице, понятно, что военные, полковники, командующие и так далее, не все эти люди номинально исповедовали христианство, не особо были-то христианами, да, и когда человек видел зверство, которое вы хорошо знаете, устраивали здесь, в Абхазии, во время этих войн Кавказа, она была самая длительная, более 50 лет, когда махаджирство, и у людей возникло ассоциативное отношение к тому, что вот если ты христианин, ты, значит, враг своему народу. Точно так же, как перед войной 92-93 годов, когда многие абхазы принимали христианство из-за того, что грузины постоянно здесь устраивали как христиане, как и так далее, забастовки, голодовки, все такое. Хотя они не были христианами. Понимаете, но использование символики христианства в своих политических целях привело к тому, что целые кавказские народы были отторжены. Дальше. Вы можете сказать о том, что, значит, у нас ислам суннитского толка, у нас не шиитского толка. И мы очень сильно всегда отличались и в 19 веке, и в наше время от формы ислама, которая была на Северном Кавказе, главным образом в Чечне, да, где царил так называемое радикальное направление ислама, мюридизм, да, который самим исламом не признавался. Там целый, сейчас я не буду вдаваться. Но к чему я говорю, почему я подчеркиваю суннитского толка? Традиционного толка, да, то, что исповедует и наша диаспора. Если брать численное соотношение в этом смысле, то есть учитывать всех абхазов, которые живут во всем мире, главным образом в восточных странах, разумеется, 80% нашего этноса ислам исповедует. Потому что на территории Турции, вы знаете, намного больше проживает абхазов, чем на самой территории Абхазии. Это тоже не нужно этого стесняться, это тоже нужно констатировать факт, как он существует.
На сегодняшний день, по официальным данным самой мусульманской общины, порядка 1000 человек посещает, значит, мечети, которые существуют здесь. Да, надо заметить, что на территории Абхазии стояло порядка 10 значит, деревянных мечетей. 10. Да? И в некоторых были школы, например, в Абгархухе, там даже кладбища некоторые сохранились. Каменных мечетей на территории Абхазии не было. Да. Сегодня вы знаете, что функционируют 2 мечети. Ну, в смысле дом. Да. Нет, все-таки это не мечеть, это дом для молитвы. Да. Это Сухум и Гудаута. Если вы меня спросите, да, как вам не покажется странным, да, я ничего против не имею того, чтобы строилась мечеть на территории Абхазии. Если есть люди, которые исповедуют, ну, почему они не имеют? Все очень много говорили об армянской церкви в Гаграх. Я ничего против не имею, потому что армянская церковь и григорианская вера имеют другое направление, чем мы с вами православные. Да? Поэтому, если люди считают и относят себя с этим, это их право иметь своего священника. То же самое в отношении кирхи, да, значит, немецкой в Сухуме, и католической костелы в Сухуме. У нас есть многонациональное население, и мы не имеем с вами права по каким-то политическим или национальным или иным каким-то интересам, значит, заставлять людей выбирать ту или иную веру. Вера – сакраментальная вещь. И в этом смысле, завершая, подчеркну эту тему, что я противник того, чтобы в Абхазии какая-либо религия была государственной. Противник категорически. Почему? Потому что всякая религия, становящаяся государственной идеологией, она вырождается. И вы хорошо знаете вокруг нас и внутри нас, как это происходит. Религия – это сакраментальная вещь, это глубинная вещь, это вещь, которая очень ценна для человека, и у человека должен быть собственный выбор. Не надо ему ничего не навязывать, потому что это надо там, значит, для государства или там, для будущего, еще для чего-то. Такой подход для меня неприемлем. И вот вы вот это все... Ну и подчеркнете, что главный праздник мусульманский в Абхазии – Байрам Курбан. Да? Понятно, что есть попытки проникновения сектантства и исламского, и христианского. Здесь нужно всегда четко понимать, что мы с вами, как государство, и вы в том числе часть государства, мы поддерживаем с вами традиционные религии, и против различных тоталитарных сект, неважно, христианских, исламских, каких угодно. Потому что любая секта мышление человека делает ограниченным. Потом мы имеем с вами фанатиков, да, которые готовы на что угодно. Им скажут вот это сделать, они готовы и в себя взорвать, и другого убить и так далее. И никогда, это тоже в ходе разговоров, к сожалению, очень часто я так говорю, очень много людей к нам приезжает, тех, кого я называю православный талибан. Да? Значит, почему? Потому что они так настроены, вот там всех, так сказать, вот того, это очень агрессивно люди настроены, понимаете? Я еще раз говорю, как верующий человек, как монашествующий человек, как теолог, что если в голове человека укладывается мысль, что во имя Бога, неважно, христианского или исламского, он может убить человека, значит, что-то там не так сформировано. Что это очень далеко отстоит от понятия веры, потому что не может в голове человека это уложиться, что во имя Бога или в защиту церкви или еще чего-то он может кого-то убивать. Это ни в коем случае недопустимо. Дальше. И вот мы прибыли с вами в Новый Афон. Значит, извините, что так долго у нас продлилась экскурсия. Значит, уже водители беспокоятся, чтобы успеть до Рицы. Вот, значит, так, значит, и теперь здесь, когда вы прибыли в Новый Афон, я вас очень прошу, не начинайте экскурсию в Новом Афоне с Новоафонского монастыря. Значит, не начинайте никогда, потому что Новый Афон обладает древнейшими христианскими святыми. Значит, пожалуйста, тоже раздайте. Да, и вперед тоже. Пожалуйста, все с друг другом поделитесь. Значит, одну минуточку внимания, пожалуйста. Значит, передышечку взяли и дальше продолжаем.
Я вам раздал листочки с описанием истории храма Симона Канонита. Почему? Потому что вы прежде всего приводите их туда, и чтобы было вам интересно, там все детали указаны, как разрушался, как строился и так далее, и так далее. Сейчас я не буду это все повторять. Единственное, что я хочу заметить. Вас спрашивают, почему храм Симона Канонита закрыт? Часто спрашивают, да. Значит, дело в том, что по инициативе руководства нашей страны в 2010 году были начаты археологические раскопки, и, значит, дренажную систему они хотели сделать. Чтобы это сделать, нужна была археологическая работа. В общем, если вот так кратко суммировать, к сожалению, я тогда находился в Греции, и хаотично, бесконтрольно провели все эти работы. И до сих пор не можем не завершить археологические работы, не дальше продолжить какие-либо работы. Вы понимаете, что этот памятник очень ценный. Да, и мы не можем из-за того, что туристы хотят или кто-то хочет посетить, значит, быстро, на быструю руку там все сделать для того, чтобы был доступ к храму. Это такого подхода мы не можем. Поэтому на данном этапе, в прошлом году, вы помните, было озвучено, что сейчас начнут и так далее. Я дал ключи, начались обмерочные чертежи, мы потом оплатили эту работу и так далее. Пока ничего не сдвинулось. Просто взять мне самому или в Афонском монастыре начать нам никто не позволит. И мы не имеем права, как вы понимаете. Хотя, если бы нам это было позволено, мы давно бы все это закончили. Вот. Но учитываем какие-то конъюнктурные вопросы, к сожалению, поэтому вы говорите о том, что храм пока закрыт на реставрацию. Еще одна интересная деталь. Когда вы вокруг храма будете ходить, обратите внимание, там очень много надписей, да, значит, выцарапанных, да, на известняковом камне. И там, значит, есть надпись XI века греческая, она практически уже не видна. И потом разные паломники в XVII веке, в XVIII, в XIX писали разного рода молитвы. К сожалению, сколько бы я ни старался найти вот эти артефакты, которые они там откопали в 2010 году, мне говорят, что это в коробке сложено, где-то там в музее находится. У нас идея вернуть их туда. Да, и сделать стеклянный пол, чтобы все лежало там, где оно было найдено. Зачем это куда-то увозить? Вот. Человек должен видеть там, где это находится. И тут же эта же тема, поскольку вы меня об этом спросите, значит, по поводу изъятия камней из Анакапийской горы. Да, значит, хочу сказать, что у меня свое мнение в этом отношении. Я за, значит, изъятие этих камней. И скажу почему. Потому что эта идея даже царила в моей голове еще 15 лет тому назад. Поскольку такого рода ценнейшие памятники, там есть, значит, лапидарные надписи на греческом языке XI века, там есть фрагменты христианской символики VII-VIII века, понимаете, они не могут находиться на открытом воздухе. То есть монахи что сделали? Они прибыли, у них не было возможности, тогда не было понятия музея и так далее. Они все это собрали, склеили, так сказать, один на другой, детали, которые совершенно из разных частей храма. Склеили, там оставили. Это не алтарная преграда, как сейчас это представляют. Да? Это не алтарная преграда, это не иконостас, это просто на алтарной части приклеены детали, которые были обнаружены по всей территории Анакапийской крепости. Поэтому их нужно было давно демонтировать и давно выставить в музей. Да, тогда я думал об Абхазском государственном музее. Но, слава богу, сейчас есть Новоафонский. Другое дело, процесс согласованной работы. Да, это уже другой вопрос. То есть, как нужно было заповеднику, какие документы нужны были, что должно было сделать Министерство культуры. Это другой технический вопрос. Но сама идея транспортировки этих деталей, я еще раз повторяю, всецело одабриваю. Кроме того, после снятия этих деталей открылись 3 оконные ниши древнего храма, который стоит на горе. Значит, теперь вы рассказываете, сейчас я не буду вдаваться здесь в подробности, вы рассказываете о храме Симона Канонита, о гроте Симона Канонита, о храме святого Федора Тирана на Акапийской горе. Святой Федор по-абхазски звучит Айтар. Айтар, будет через неделю. Второй храм на Анакапийской горе. Храм святого Георгия Победоносца в селе Анухва XI века с древнейшими каменными резными иконостасами. Святой Георгий по-абхазски звучит Аэрьк. Дальше. И храм святого Андрея Первозванного в селе Анухва. Вы эти храмы не видели.
но они очень интересны. Одну из них мы в этом году, слава Богу, расчистили. Вот в начале, прежде чем вы перейдете к Новоафонскому монастырю, я вас очень прошу, да, нужно в обязательном порядке об этом рассказать. Почему? Потому что это древнейшие святыни. Собственно говоря, Новый Афонский монастырь был выбран только потому, что был храм Симона Канонита. Им предлагали дранды, пицунды и сказали, что, пожалуйста, здесь тоже есть места, стройте этот монастырь. Но когда они узнали, что один из 12 апостолов похоронен в Новом Афоне, что стоит древнейший храм, они сказали, мы хотим это место, и монастырь назвали в честь Симона Канонита. Теперь, сейчас я вам раздам ту информацию, которая еще нигде не печаталась. Это, собственно говоря, я делал для вас специально, для экскурсии по Новоафонскому монастырю. Раздайте, пожалуйста. Так, минуточку. Потом сделаете ксерокопии, тогда этот материал вы нигде не найдете, потому что я его только пишу. Да. Значит, смотрите, друзья мои, пожалуйста, внимание. Значит, смотрите. Это я, даст Бог, завершу когда-нибудь. Вы понимаете, что, друзья мои, из того, что сегодня я вам рассказываю, что-то убавится, что-то уточнится и так далее. Сейчас не требуйте от меня, чтобы это все в завершенном варианте было. Здесь я хочу обратить ваше внимание на первую часть. Официальное название монастыря, его церковный статус. Потому что здесь тоже масса путаниц постоянно. В дореволюционное время он назывался Новоафонский Симоно-Каноницкий мужской общежительный монастырь. Со времени его нового открытия мы называем монастырь святого апостола Симона Канонита в Новом Афоне Анакапия. Я вас очень прошу, когда я публикую книги, я всегда, вот если вы обратите внимание, там, где написан Новый Афон, Анакапия. Потому что это древнее название, которое мы не должны ни в коем случае потерять, ни при каких обстоятельствах. Теперь, статус монастыря. Для вас это очень важная тема, для меня и для всей Абхазии. Почему? Потому что все вам начинают говорить, это наш монастырь, царь строил, император деньги давал, значит, монахи приезжали и все такое, да? Значит, вы должны здесь в этом вопросе четко знать следующее. В дореволюционное время Новый Афонский монастырь подчинялся святому Пантелеймонову монастырю на Святой горе Афон, Греция. А этот монастырь, как и остальные монастыри, их более 20, там болгаров, сербов, румынов и, главным образом, греков, все подчиняются Вселенскому патриархату. То есть Новоафонский монастырь никогда не подчинялся русской православной церкви, уж тем более грузинскому экзархату, который в то время, значит, существовал. С 1994 года, я хочу заметить, что даже настоятели, когда выбирались, я опубликовал, это тоже вы увидите, настоятель, допустим, отец Ирон, самый знаменитый настоятель, для того, чтобы его рукоположили в качестве настоятеля, он на корабль сел, поплыл на Старый Афон в Грецию, и там, значит, выбрали по жребию его, назначили, он снова вернулся сюда. То есть, юридически, этот монастырь, да, строили его русские монахи со Старого Афона, да, средства давали, значит, меценаты из Трапезунда, императорская семья российская, да, отдельные паломники, абхазские владетельные князья и так далее. Да, значит, его посещали очень много людей, Антон Павлович Чехов и так далее, и так далее. Но я еще раз говорю, юридический его статус, он всегда подчинялся монастырям Святой горы Афон, а там у них государство в государстве. То есть это полуостров Греции, где не действуют законы греческого государства. В каком смысле? У них свое управление, своя кинотита, свои законные права и закрытая территория. Туда не попадете просто так, без получения визы, соответствующей визы на 3 дня. Значит, еще раз повторяю, эта гора подчиняется Константинопольскому патриарху. Не греческой и латской церкви, а Константинопольскому патриарху. С 94 по 97 год, то есть как только открылся монастырь, была попытка снова
подчинить его, да, греческому Афону. И отец Петр I, настоятель, был прислан оттуда. Он из братьев святого Пантелеймона монастыря, он не приехал, откуда-то из русской церкви или из московской патриархии, он прежде всего прибыл оттуда. Но, когда грузины узнали о том, что идет такая попытка, они испортили все. И практически он оказался в той ситуации, когда ему сказали, либо он уедет из Абхазии, либо его запретят в священном служении. Из-за того, что, минуя грузинскую церковь, подчинялась русскому Афону или греческому Афону, да, русскому монастырю на греческом Афоне. Когда это случилось, русская церковь, простите, в лице тогда иерархов, умыла руки. То есть они сказали, мы ничего сделать не можем, пусть он уезжает. Когда он уехал, наше счастье было, что в это время появился отец Андрей. И он стал настоятелем. Поэтому вот это всегда помните, друзья мои, когда этот вопрос встает. Дальше. За богослужением наш монастырь, Новоафонский, современный монастырь, поминает Вселенского Патриарха. Во всех остальных храмах, вы знаете, поминают русского патриарха. Не потому, что русский патриарх благословил поминать его в этих храмах, а потому что такая инициатива исходит отсюда. Русский патриарх не может. То есть, с точки зрения церковного права, мы должны поминать грузинского патриарха. Но как мы можем поминать грузинского патриарха, имеющий прямое участие во всех тех процессах, трагедиях, войнах, которые у нас происходили? Мы же поминаем Вселенского Патриарха не потому, что отец Дорофей встретился или священная митрополия там хочет переподчинить Константинополь и так далее. Именно потому, что в дореволюционное время была такая именно практика, еще раз повторяю. Дальше. Здесь вы увидите такой раздел, краткая история Новоафонского монастыря. Запомните, друзья мои, я просто на те провокационные вопросы, которые вам задают, заранее отвечаю. Когда они говорят, вот это мы строили, мы делали, все такое. Новоафонский монастырь возник только по той причине, если шла русско-турецкая война, и никто не знал судьбу Святой горы Афон, которая в то время находилась в ведении турецкого султаната. Да? И они боялись, русские монахи, в зависимости от завершения войны, если их выгонят всех вместе с расом из этого монастыря, куда идти? И вот убежище, еще раз повторяю, да, они не пришли сюда нам восстанавливать христианство, помогать абхазскому народу и так далее, и так далее. Убежище найти, они нашли это убежище в Абхазии. Абхазы не сказали нет. Они сказали, пожалуйста, хотите вот это место, хотите вот то, здесь такой храм, ну посмотрите сами. Например, попытка создания монастыря в Пицундах закончилась очень плохо, потому что люди не выдержали климатические условия, малярию, они через 5 лет покинули, сказали, нам не нужна ни Пицунда, ничего, и уехали. Дранский монастырь, вот сейчас я приобрел литографию 1884 года, здесь в Абхазии хранилась, слава Богу, попалась она мне в руки, там написано Новоафонский Дранский монастырь, потому что и тот монастырь основали монахи из Старого Афона. Поэтому основание монастыря имеет прямое отношение к тому, что это был второй запасной вариант в случае неизвестного исхода войны и решения статуса русского монастыря на Святой горе Афон. Значит, я вас очень прошу вот этот момент запомнить. Дальше потом идет уже процесс строительства, тут все вы и без меня сами почитаете, строится школа, строится первый Покровский храм. Вот это очень интересно, потому что вы чаще всего обходите эту тему. Значит, что касается Покровского храма. Так, передышечку взяли. Вот здесь в этом журнале, в 3-м номере вы увидите статью, называется «Новоафонской школе 140 лет». И здесь же вы увидите храм Покрова Богородицы. Я хочу обратить ваше внимание на следующее. Покровский храм, первый храм на территории Абхазии, который построен в 19 веке. И это первый храм Новоафонского монастыря. То есть до строительства верхнего комплекса вся братья молилась в этом храме. И вы понимаете, что когда мифологический рассказ идет о том, что здесь было 800 монахов, 1000 монахов, не было никаких 800 тысяч. Но не могли люди уместиться, в Покровском храме умещается максимум 100 человек. Вот. Значит, дальше.
Основание верхнего комплекса начинается в 1883 году. Когда вы сейчас рассказываете, вы говорите, Новоафонский монастырь вот наверху. Новоафонский монастырь внизу, где школа. Да. Вот это нижний комплекс, и верхний комплекс уже находится наверху. Значит, там вы уже знаете закладка, освещение, неовизантийский стиль, да, фресок и храмов. То есть древневизантийский стиль, но попытка вернуться к нему. И здесь вы рассказываете, я вам дал по параграфам, храм апостола Симона Канонита, храм Покрова Богородицы. Там вы увидите, в тех листовках, которых я вам раздал, святыни, которые хранились, значит, в этом храме. И в том числе знаменитая святыня, икона Избавительницы. Я отдельно вам сделаю этот текст тоже, которая, к сожалению, потом была утеряна. И тут тоже обратите внимание, братья и сестры. Эта икона попала в Абхазию из острова Пелопоннеса, полуострова, да, греческого Пелопоннеса, от греческого монаха в русский монастырь, из русского монастыря к нам уже в этот абхазский монастырь. Сейчас есть версия, что он находится на Украине. Соборный храм святого великомученика Андрея Первозванного, иконы Избавительницы, горы Афонской, Ироны и так далее, и так далее. Вы это все, значит, там посмотрите. Теперь, что касается богослужения. Значит, мы, точнее, те, кто находится сегодня в Афонском монастыре, служим на 3 языках. На абхазском, русском и греческом. Почему? Потому что гора Орлинка, то, что вы видите сзади храма, да, сзади монастыря, это греческая деревня. Наверху. Вот. Оттуда тоже, вот у меня сейчас тоже в храме помогают, Яланчиди, 2 ребят, очень хорошие ребята. Русских паломников, вы знаете, много. Абхазцы очень много приходят с разных мест. Соответственно, сейчас мы не можем, значит, каждому по отдельности совершать. В дореволюционное время, видите, как было? 61 абхазских, знаешь абхазский язык, идешь туда. 36 русских, знаешь русский, значит, идешь туда. Грузинский, знаешь грузинский, идешь туда. Понимаете? А сейчас мы не имеем такой возможности осуществлять. Во-первых, у нас нет этого духовенства. Поэтому стараемся, не дублируем мы, а какую-то часть на абхазском, какую-то часть на русском, какую-то часть на греческом. Разумеется, что большая часть на абхазском. Дальше. Значит, очень важный еще один момент. Вас спрашивают. Этот момент тоже не упустите. Почему вот в Новоафонском монастыре они все раскольники служат на русском? Везде служат на славянском, а они служат на русском. Значит, это принципиальная наша позиция. И в этом действительно мы отличаемся. То есть, если в России уже сколько раз обсуждалось, вы знаете, всякий раз стоит Илариону выйти, митрополиту Илариону, на телевидение, российский канал, да, и там вопросы задавать, люди спрашивают, он говорит, задавайте вопросы, и все начинают закидывать его вопросами, ну когда мы наконец перейдем на русский язык, мы не понимаем этого славянского, ничего не понятно, ну когда это закончится, он начинает оправдываться, значит, понимаете, это вот очень сложно, это происходит по той причине, что очень много радикалов, которые стали играть роль в церкви, да, очень много маргиналов, которые из языка сделали какой-то священный предмет. Язык это всего лишь инструмент. Благодаря отцу Амвросию Тимроту, русскому священнику, который тоже они отправили под запрет, значит, он перевел все богослужебные книги с греческого на русский. Если раньше переводился с греческого на славянский, он перевел с греческого на русский. На этот вопрос я отвечаю так, и вам советую отвечать следующим образом. Славянские переводы – это искусственный перевод, то есть подсрочный. Кирилл и Мефодий создали алфавит, грубо говоря, да, и потом брали греческие тексты и дословно перевели. Ничего не поймешь. Я владею славянским профессионально, 8 лет учил и в академии, понимаете, и то мне непонятны эти тексты все, да, запутаны, потому что не учитывается орфография, значит, построение предложений и так далее. Я не могу понять, почему искусственный славянский язык, который использовался для богослужения, он лучше языка Пушкина и Достоевского. Почему язык Пушкина и Достоевского не пригож для богослужения? Ответьте мне, пожалуйста. И второй вопрос. Все паломники, которые посещают нашу обитель, они все благодарят нас за службу на русском языке, потому что они говорят, батюшка, мы теперь поняли все. Установка, которая говорят батюшки, ну неважно, там ты ничего не понимаешь, ты стой, про себя молись. Ну тогда зачем в храм приходить? Молись и дома. Так это же очень важные тексты богослужебные, которые должны доходить до вашего слуха.
Понимаете, церковь это не какой-то уютная атмосфера, полумрак, где вы про себя молитесь. Церковь это общественное богослужение, где вы должны понимать все, что поется, и все, что читается чтецами и священником. Поэтому у нас стоят микрофоны и громкоговорители. Потому что вы должны слышать эти тексты и понимать, тогда вы поймете смысл богослужения. И здесь же, по поводу скамеек. Вот они, католики, значит, да. Значит, отец Дорофей, да, в Риме был, привез скамейки, все такое, да. Значит, на этот вопрос отвечайте следующим образом. Друзья мои, вы говорите, друзья мои, вы находитесь на территории Абхазии, древнейшей христианской страны. Когда Абхазия строила Моховский собор, Пицунский собор, та церковь, откуда вы приехали, еще даже в помине не существовала. Да. Значит, это что значит? Мы не упрекаем ни в коем случае никого. Да? Господь говорит, не делайте себя первыми, будете последними. Да? Если вы последние, будете первыми. Мы не упрекаем, но вы должны понимать, что у каждого христианского народа свои традиции и культура. Это раз. Второе. Спросите, когда они вас спрашивают, а вы были в Иерусалиме? Просто вопрос задаете, да? Вы были в Иерусалиме? Они, если скажут, да, были, вы скажете, а вы там скамейки не видели в храмах? Ну да, мы видели, да. Ну, а другие, мы не были. Ну, вы не были, это не означает, что, значит, вы теперь должны получать. Во всем мире, кроме русской, грузинской церкви, ну, практически я везде как-то милостью Божией бывал, и в сирийских, и в греческих, и других православных, я в данном случае имею в виду, католиков, понятно, у них всегда были эти скамейки, да? Нет ни одного места, где нет скамеек. Почему? Потому что они тоже объясняют историю происхождения и так далее, и так далее, и так далее. Поймите, здесь есть практическая сторона. Одна группа из Москвы, которая посетила пасхальную нашу службу, и потом какие-то были там губернаторы и так далее, я вел экскурсию. И она подходит, женщине в присутствии всех, и она говорит, отец Дорофей, можно я хочу что-то сказать? Я говорю, ну хорошо. Она говорит, я вас благодарю, говорит, за то, что вы избавили нас от 6-часового стояния на ногах в храме Христа Спасителя. Мы никогда с такой радостью Пасху не празднуем. То есть, другими словами, то, что говорит русский святой, святитель Филарет Московский, он говорит, лучше сидя молиться Богу, нежели стоя думать о ногах. Да? Значит, это же не я сказал, понимаете? Я сказал бы, хорошо, вы скажете, он еретик. Но это же Филарет Московский. Да? Дальше смотрите один момент. Когда я совершаю богослужение, люди, которые не знают богослужения, они, конечно, начинают придираться. Да? Они же не знают. Есть такой момент. Во время божественной литургии у нас люди сидят только в 3 моментах. Да? Значит, один из тех моментов очень важных, это во время моей проповеди. Почему? В русской церкви как делается? Быстро-быстро батюшка говорит проповедь, потому что он понимает, что люди устают. Да? Они не могут, значит, выдерживать. А я говорю, садитесь и спокойно, потому что проповедь одна из самых важнейших частей богослужения. Второй момент. Идет причастие духовенства в алтаре, значит, и во всех наших абхазских храмах толпа людей выходит из храма и садятся на какие-то места, и потом, когда причастие начинается для мирян, возвращают. Кто вам сказал, что выходить во время литургии из храма – это хороший поступок? А почему делается? Потому что не предусматривается. И последнее. Когда уже попадаются вам какие-то фарисеи, да, говорите следующие вещи. Я говорю, вот алтарь, вы знаете, иконостас, да, во всех русских храмах стоят скамейки, на которых сидит патриарх, епископ, митрополит, священники. А Христос сказал, не возлагайте на людей то бремя, которое вы не можете понести. Слушайте, если вы не можете всю службу на ногах стоять, время от времени садитесь на скамеечки, но народ вас не видит. Ну, друзья мои, ну это разве христианство? Это фарисейство чистой воды. Понимаете, зачем это нужно делать? Тем более, что когда длинные службы, пасхальные службы, рождественские службы и так далее, зачем это нужно делать? Когда мы знаем, что во всем мире это присутствует. Я вам только один пример скажу. Для нас эталон святости, духовности, образа жизни христианской. Святая гора Афон, где действительно сутками люди молятся, где время византийское, разница между нами в 6 часов, где всю ночь идет богослужение, и ваш покорный слуга, и отец Давид, мы жили в этих монастырях.
И меня, знаете, что удивило? Я пришел, значит, приходишь в греческий монастырь, приходит батюшка и считает. Во-первых, он принимает всех, да, с чемоданами ты приходишь, он говорит, положите сюда чемоданы, пожалуйста, пройдите сюда. Приносит каждому чашечку кофе и раки, как аджихват, раки и лукумаки, сладость. И, значит, я обычно с людьми ж бываю, и какие-то паломники начинают, нет, это... Я говорю, слушайте, это традиция, люди от души, потому что мы шли 2 часа пешком от одного монастыря в другой, и стакан воды не приносят. И они говорят, пока это не выпьете чашу кофе, не отдохнете, не думайте ни о чем. Гостеприимство, понимаете? То есть, не так, значит, пошел вон, чтобы я тебя здесь не видел, да? Потом второй момент, не менее важный. Заходим мы в храм, я, значит, а там у каждого монаха свои скамейки. И, кстати сказать, в Новом Афоне вы увидите старые скамейки. Если в собор, когда заходите, там стоят древние скамейки, которые монахи оттуда, часть из них привезли. Единственное, в советское время их слезали под кинотеатр, чтобы один другому не мешал. И пронумеровали. Так вот, они каждый имеет свое место. Монах, человек, который посвятил свою жизнь Богу, имеет свое сидячее место. А здесь, значит, миряне все стойте на ногах. И приходит один монах и говорит, посмотрел на нас было 20 человек, больше 20 человек они не принимают в монастырях за одни сутки. И, значит, посчитал нас, пошел и принес скамейки. На каждого из нас. И поставил, и сказал, вот здесь это ваше место. Заходим в трапезную, игумен садится, старец, один садится в середине, вся братья садятся по бокам, и нас, гостей, сажают в середине. Понимаете, не вот это, так сказать, постсоветское, славянское, да, чаще всего постсоветское мышление, когда ты раб, ты ничтожество, ты я не Божий, я. И потом вот это босячество, понимаете, то есть все грязное, все... Там, знаете, какая... Я вообще был в шоке, когда поднялся на высоту по 1500 метров. Значит, там только эти, как ослики поднимаются, и пешком идешь, но ноги уже отваливаются. Скит Святой Анны, знаменитая святыня Афон. Поднимаюсь туда и заходим, значит, этот монах нас встречает, заводит. Вот в этом месте, представляете, только, значит, пешком или на ослике. Туалет, извините, да, душевые, значит, рукомойники, все идеально. Понимаете, идеально чисто. Я нигде там не видел, чтобы вот принцип, чем грязнее, тем это больше свято. Я такого принципа нигде не видел. Более того, мне сделали замечание. Когда я в мой монастырь попал, они говорят, батюшка, а почему у тебя волосы распущены? Вот сейчас, видите, у меня здесь, монахи мы не стригем волосы, бороду, поэтому, да, и, значит, здесь резинка. Они сказали, зачем ты ходишь, как будто ты в горах где-то подвязаешься? Зачем ты так ходишь? Потом, значит, в летнее время мы все одевали белую рубашку. Я тоже, если вы видели, опять, вот отец Дорофей, католик, видите, он там белый одевает. Вот. Они, потому что и чистота в этом отношении, порядочность там превыше всего. Хамство и все остальное никакого отношения к христианству не имеет. Поэтому вот это по части богослужения. Дальше. Значит, теперь, что касается настоятелей, вы тоже без конца все меня спрашивают, друзья мои. Отец Дорофей не является настоятелем Новоафонского монастыря. Запомните, пожалуйста. Он является председателем Совета Священной Митрополии, которому подчиняется Новоафонский монастырь. Вот там у вас есть раздел настоятелей Новоафонского монастыря. Первый человек, который строил, это отец Арсений. Я здесь забыл его указать. Значит, первый настоятель архимандрит Иерон Васильев, да, архимандрит Иларион второй настоятель, который при втором настоятеле, если монастырь закрылся, он был похоронен на маяке, мы не знаем могила, где находится. Затем игумен Петр Пиголь открывал монастырь после войны, затем иеромонах Андрей Ампар, и с 2013 года иеродиакон Давид Сарсань. Вот настоятели Новоафонского монастыря. Я вас очень прошу, да? Понятно, что он находится в моем ведении, понятно, но вы должны четко понимать, я руковожу митрополией, а монастырь – структурное подразделение митрополии. По поводу насельников, тоже вы любите иногда фантазировать, нам 2000 человек, да? 3000 человек, да? Значит, я вам тут даю статистику. 1908 год, 313 человек и 248 послушников.
14 год 602 человека, 18 год 526 человек, 21 год 350 человек и 23 год 449 человек. Значит, в наше время нас, братья, составляет 10 человек. А теперь задумайтесь над тем, друзья мои, какая на нас нагрузка. То, что делало 400 человек, грубо говоря, мы должны с вами, точнее, я вместе с остальными 10 и сотрудниками, разумеется, которых мы привлекаем, это все делаем. Честно вам признаться, ну это не надо, как сказать, в экскурсии говорить, но честно вам признаться, я мечтаю, вот, чтобы куда-то в какой-то маленький храм отправили, абхазский, да, потому что вот маленький храм не так сил много забирает, да, значит, уютненький, один раз сделаешь и служи себе во славу Божию. Здесь, пока один корпус ты начал, дойдешь до второго, до последнего корпуса по периметру, уже тот первый, который ты сделал, надо делать. Значит, что касается ремонтно-строительных работ, тоже вам задают вопрос, да, вот все обшарпано, там этого нету, стекла нету, крыши нету и все такое. Друзья мои, я просто ненавижу, простите за эту фразу, когда я вижу монастыри, храмы новодел. Вот я был в Краснодаре, в Москве. Когда я вижу вот этот ядовитые цвета, синие, черепицу, там, фиолетовую черепицу, какие-то, как в супермаркетах, балясины, значит, у входа, понимаете, это безвкусица. Лучше все-таки старенькое, да, пошарпанное, но если делать, то повторять, как оно есть, лучше так и не спеша, с этим делом спешить не нужно. Вы знаете, что мы ведем огромные работы, просто они вам не видны. Если вы зайдете в баптистерий, который мы делали, вот Антонина была, вы увидите, как мы сделали, используя мрамор, камень и все остальное. Одно окно обходится нам 50 тысяч рублей, если делать как нужно. Понимаете? Это каштаны, это надо арка, это нужен мастер и так далее, и так далее. Поэтому с этим делом спешить не нужно. И потом, большой соблазн для туристов, большой соблазн, когда вы идете, и они видят, там, значит, кухонные полотенца висят, белье висит, вокруг всего монастыря, какие-то женщины ходят, они все начинают, а что это женский монастырь? Значит, здесь вы должны понимать, что на сегодня в Новоафонском монастыре цокольный этаж весь практически, кроме передней части, не принадлежит нам, это городские квартиры. И северный корпус вместе с корпусами, которые вы, когда поднимаете с водопада, это городские квартиры. Это же в советское время как коммунал. В советское время коммунал. Но там классическая советская коммуналка. Если вы внутрь зайдете, вот сейчас мы в одной комнате бабушке помогали одной, она одна с халычком где-то ходит, значит, мы вывезли оттуда 5 КАМАЗов мусора. 5. Я когда представил, что этих келей 60, значит, и теперь смотрите, там прописано 100 человек. У нас есть списки этих людей. Ну, что гушимдура харги? Знак шахазер нас чезнак речанцана нас уйди ускину. Ага, сейчас все-таки есть закон, запрещающий прописку людей в этих, значит, корпусах монастырских, и по мере возможности только мы решаем. Оплачиваем, допустим, если человек продает ту или иную комнату, мы оплачиваем, выкупаем, если на него это действительно оформлено, да. И вот таким образом за прошедший год, вы говорите, куда средства уходят, за прошедший год мы порядка 10 комнат приобрели из вот этих хозяев, потому что другого варианта нету. И саташем цнехаш ханшажа сожут хазик хапсура халам мекана згитсимбезист аджузазуказу из хаз абреба абайдушка сатама забра монастырь хаханзина згитабу уштафера шуху устаха мекана згитхаз згитсимбезист. Дальше то же самое. Вы видите, что северный корпус, та часть, которую вы не видите, значит, там тоже находится источник очень интересный. Вот, даст Бог, мы выведем, расчистили, вот где перед монастырем вы видели квуколь такой на газоне. Да. Вот туда поступала святая вода из этого источника. Но, к сожалению, монахи в то время использовали свинцовые трубы. Они очень опасны для здоровья. Да? Вы знаете, что Рим самая высокая заболеваемость раком, потому что Рим древний город, у них коммуникации все из свинцовых, да, труб. Значит, у меня в музее есть эти свинцовые трубы. Более того, говоря сейчас об этой теме, значит, хочу напомнить, что, даст Бог, мы уже собрали практически весь материал для музея порядка 5 залов. Вот, в Новоафонском монастыре. Да? Ну, надо это очень, так сказать, должным образом все это представить, сделать и так далее, и так далее. Такая возможность тоже
со временем будет. Вот. Теперь, что касается, там вы прочитаете плотины, электростанция, лесоспуск, железная дорога, сады, огороды, пруды, все остальное. Да? Вот в отношении садов. Друзья мои, нам пока ничего не принадлежит, даже 1 квадратный метр. Да? Значит, священной митрополии Абхазии, я живу в монастыре уже практически с основания, да, научился, уезжал, приезжал, и священная митрополия зарегистрирована в моей келье, номер 10, там, где я прописан. Вот все, что законно, если, значит, исходить из той формальной точки закона, да, келья номер 10, все. А остальное все не поймешь, а часть совхоза, часть охраны памятников, часть Министерства культуры когда-то было, вы знаете, что музей был в соборе. Поэтому пока это не решено, но для нас очень важно сохранить ландшафт этого монастыря. И вы знаете, что мы взяли оливковые рощу, которую вы когда поднимаетесь, да, и расчистили всю эту рощу. Теперь мы начнем их обрабатывать. Ну, сейчас уже Махатана Ахцомаха, но, по крайней мере, ландшафт сохранится, и какое-то количество маслин мы сможем... Монастырю не принадлежат. Это арендуется. Да, все Нет, там, где мы находимся, мы на птичьих правах, как и во всей Абхазии, да. Значит, а что касается оливковых плантаций, я просто мэрии, значит, договорился, я сказал, мы сделаем, расчистим все это, только я вас очень прошу, чтобы потом, когда мы расчистим, хозяева не появлялись, да, и они сказали, что нет никаких проблем, и вот вы видите, что мы расчистили. Более того, я вам скажу, зачем от вас скрывать, вот когда вы поднимаетесь через серпантин, первый дом, знаете, который стоит? Вот когда мы этот дом выкупили за огромнейшую сумму, потому что там была идея, кто-то другой хотел выкупить, построить гостиницу, веранды, миранды, все это. А потом, моя келья, значит, вы будете смеяться, но я в летнее время сплю в технических наушниках. Вот такие, знаете, глушат, значит, почему-то вот эхо идет с той стороны, когда внизу рестораны, кафе. Поэтому с этой точки зрения вы поймите, что у нас нет иллюзии, что этот монастырь станет монастырем, потому что это невозможно. Я когда грекам рассказываю, свои братья, они говорят, ну это же невозможно. Но считают, туристы туда, машины, кафе. А была Пасха напротив, если вы помните, там напротив. Моими молитвами эвкалипт упал. 8 лет тому назад, сыплется, все еще. Вот. Из Хосхау, значит, я почему вам говорю, потому что, понимаете, вы приезжаете с группами, вы не всегда все это знаете, да, вот всю эту. Теперь, что касается прилегающей территории. Вы себе не представляете, сколько нам нужно усилий, чтобы там не стояли вот эти торговые ларьки и все остальное. Вы знаете, сколько усилий нужно? А вы еще не знаете, вы все еще, большинство из вас только начали экскурсии, когда все эти палатки стояли перед входом в монастырь. Вот. С трудом, значит, мы как-то уговорили, что и так далее. Но в конечном итоге, понимаете, нам хочется, чтобы все-таки было какое-то пространство, друзья мои, понимаете? Ну, красота она заключается в пространстве, иначе не получится ничего. Но насколько будет возможно, я еще раз говорю, насколько в наших силах, потому что не всегда мы имеем на это возможность. А теперь представьте себе вот эту огромную территорию, что мы 2 человека нанимаем, и эти 2 человека 6 месяцев каждый день косят. 2 машины работают, мы эти машины каждый год по 2 штуки покупаем, вот эти газонокосилки. Вот такой объем. Ну а что теперь делать? Вот. Значит, дальше, что касается организационной части, ну, даст Бог, мы восстановим лимонные сады и так далее. Теперь режим посещения Новоафонского монастыря. Да? Сбухаешь потом. Абханрайт, батюшка, хагхет. И у всех у вас всегда одна и та же причина, что меня удивляет, автобус сломался. Мальчик шхоцер начинает. Для разнообразия. Значит, для разнообразия хотя бы что-нибудь другое придумали, там, я не знаю, там, вас задержали в пещере, по крайней мере, паровозик сломался. Значит, теперь смотрите, вы поймите одну вещь, вы тоже нас правильно поймите, да, мы тоже максимально, что можем, уступаем и делаем. Вы поймите, вот при мне еще создавалась такая система.
Мы хотели закрыть на 3 дня монастырь. Понедельник, среда и пятница. Да? Ну, вы поймите, мы живем там. Это не наше место работы. То есть я не в отцовском доме живу или в своем частном доме и приезжаю на работу в 9 часов утра и вечером уже. Мы живем постоянно там. Это наш дом для монахов. Да? Мы встаем, мы работаем, мы кушаем, мы готовим, мы учимся, мы преподаем. Все это происходит в стенах монастыря. Вот вы представьте себе, у вас в доме, в отцовском или в собственном, каждый день в вашем дворе будут, да вы будете камнями их закидывать, понимаете? Вот. Поэтому вы поймите, что с нашей... Отменили один день, сказали, среда, пятница, ханцвет, хорошо. Понедельник, угел, аллазомрахи. Потом, значит, время тоже растянули. В греческих монастырях в этом смысле очень строго. Закрывается, например, метеоры, где посещают миллионы людей, вот на скалах монастырей, 7 монастырей. Все, 4 часа закрывается, и никаких вопросов нет. Но пока мы этого не делаем, понимаем и вашу ситуацию, и ситуацию нашего государства. Но и с вашей стороны должна быть в этом понимание. Здесь я только хочу сказать, что все ваши вопросы по поводу режима работы, меня не нужно беспокоить, там есть отец Давид, есть Хаси, комендант, да, можно всегда с ними созвониться, потому что вы поймите, что у меня очень много обязанностей, да, я не смогу каждый раз, значит, заниматься теми или иными вопросами, да, и потом у нас охранники есть, можно с ними уточнить какой-то нюанс и так далее. Теперь, значит, по поводу проезда и парковки, да, значит, одна из самых тяжелейших, вы дорогу видите. Знаете, да? Наверху, как вы знаете, мы своими средствами все сделали. И парковку, и асфальт, и так далее. Но я очень надеюсь, что и внизу это не проблема ее сделать. Там вопрос состоит в территории госдачи. То есть территория госдачи очень сильно запущена, и там есть бассейны, откуда текут воды. Вот эти все стоки, они все забиты и так далее, и так далее. То есть смысла нет там асфальт ложить, пока не будет укреплена стена и сделано. Ну, даст Бог, мы рассчитываем, что, по крайней мере, в этом отношении все свои силы приложим. Значит, благодарю вас за внимание. Прежде чем, если у вас будут вопросы, прежде чем мы перейдем к вопросам. Вот здесь журнал Лашербага, 2 номера лежат у меня. Значит, дальше красная книга, краткий очерк, история Абхазской православной церкви. Вы уже его не найдете в продаже, потому что это издавалось в 2006 году. Вот смотрите, вот здесь смотрите. Список всех храмов в Абхазии сзади. Значит, это очень важно для вас. Дальше, кому интересно будет, друзья мои, все эти книги доступны в интернете на нашем сайте. Электронный вариант тоже есть. По истории христианства, вот. Дальше, отдельные храмы, монастыри, пожалуйста, вот в этой книге. Про Каманы и остальные места я вам расскажу в следующей нашей лекции. Теперь, одну минуточку. Я вам подарю всем, ну кому хватит, я 50 штук принес, если хватит, хватит. Значит, календарь, который мы издали в этом году, вот, значит, друзья мои, вот здесь вы увидите, вот все святые, которые я вам указал, они здесь тоже указаны. И в том числе отдельные абхазские традиции. Так, пожалуйста, если... Сейчас, одну минуточку. Пожалуйста, сейчас мы аккуратненько раздаете весь материал и переходим к вопросам.